Ложна тревога, там дятел. Отдыхаем, сидим. Глоток воды попил. Фу. Че рванул? Айда, Тулан. Че нагонит? А? Тулан. 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 Ой, блин. Ну что, бригада? Ой, пойдем дальше. Фу, пошли. В этом году пока до зимы я точно сюда не приду. Может, зимой можно еще побродить. А сейчас вот именно на этом походе тут делать больше нечего. Как ни странно, нигде одной ягоды, вообще ни одной брусники. Старая вырубка, блин, здесь. Все должно быть. Так, подожди. Это просто Волок, вот же трасса. Я смотрю, что-то не то. Вон она. Ух ты, как сильно уже заросло тут. Ну. Мощно зарастает. Очередная дорога. Не знаю, стоит, не стоит туда уже идти. В принципе, время еще есть. Успеем еще. Бока отляживать. Наверное, схожу еще. Хрен с ним. До того угла, до вырубки. И уже потом по солнцу спущусь. Проще. Можно здесь напрямую идти. А я кружок еще такой сделаю. Где-то километр полтора, может. Ну, может, чуть больше получится. Ну, в период гона, конечно, тут везде. Это в августе. В начале сентября, наверное, бодались. Намеида. Там трасса, я чуть-чуть срезал уже. Такая же картина, пустота, я вижу. Дайда. Разайда. Возле меня, значит, пусто. Ой. Ладно, сейчас до окраины этой вырубки пойду и там уже к этому просек. Тут больше делать нечего. О, древний, как сказать, самолов. Смотрите, 1000 лет уже тут пролежал. Случайно наткнулся. Вот старые зачесы. Этот туда шел. Да, это очень древняя ловушка.
Вон они. Надеюсь, видно. Уже в мху еще десяток лет и сравняется, мхом закроется, и не увидишь. Вот старые зачесы, вот. Вон они. Здесь когда-то у охотников, видать, была тропинка охотничья, вот. Поэтому ловушки остались. Вон. Это... Больше я еще вот сколько раз прошел, не видел, но вот случайно вот наткнулся вот на эту ловушку. А хотя уже несколько лет я тут прохожу, бывает, охочусь. Интересно, куда эта тропинка ведет. Вон туда, вроде бы зачес, вот в эту сторону. Но это тоже видно как пиленное дерево. Это пилой пилили. Видать, я наткнулся на какой-нибудь старые промысловые тропинку, где когда-то проходила тут охотничья тропа, заброшенная уже. Потому что ловушек я не наблюдаю нигде, ничего. Это вот такие старые ловушки уже под мхом. Столетние. Это на глухаря ловушку тут ставили. Вот когда ты натыкаешься на такие ловушки старые, дедовские, прадедовские, тогда не было бензопилы, даже Урала не было. И штиль, хускварны. Там только работали топором и лучка, наверное, пила. Как бы друг на друга, которые вот, как сказать, пилят вот так, туда-сюда, короче. И знаете, какие они, мужики, были крепкие. Делали ловушки там в день, успевали, наверное, только по несколько штук, по несколько ловушек делать. Ну зато этими ловушками давок. Ну, у меня видео было также, как я делал, показывал эту ловушку. Именно давок, который давит птицу, и эту птицу уже не клюют вороны, вот эти черные вороны. Лисы не могут вытащить. План, ищи. Кроме медведей. Медведи эту плаху опрокидывают и уже достают добычу. Мишка, конечно, сильный зверь. Ладно. Вон, короче, вон. Бродяга пришел. Фу. Не-то надоело, не-то устал я. Что-то вообще начал усталость чувствовать. И проголодался, честно. Что вот я съел, это, конечно, мало, что ли. Надо в такие длинные походы хотя бы банку консервов еще взять. Ну вот. Ну я иду к просеке. Рано или поздно дойдем. Там уже мы до лодки побежим. Тоже зачес. Ну, тропинки практически не видно. Так вот зачесы остались.
Был шанс, ушел шанс. Чуть-чуть не увидел, там эта веточка помешала. Ну и собака тут. Спешу. Все, короче, улетел. Хороший налет был, конечно. Чуть-чуть бы, буквально там несколько секунд подождал, успокоилась бы птица. Ладно, по пути нам, может, еще увидим. Он перелетел вон туда, над собака опять тут. Вон, на березе, оказывается, был. Все, сейчас уже точно улетит далеко. Я из той елки смотрел, а он, оказывается, вот буквально там 10 метров от меня. Береза стоит на сучьях и сидел. Ну, не наша птица, это 100%. Это стопудово. Так, не понял, а где тулан? Что-то я давненько его не вижу. И тут его нету. О, зачес. Когда туланы дайда. Где он? Запутается потом тут. Тут старица старая. Там река. Так. Заведем, подождем. Торгу заведем, да. Интересно. Так. Лая не было, ничего не было. Куда он пошел? Будем ждать. Чего? Моторку услышит, да может догонит. Если нет, так будем искать. Не сегодня, так завтра. Куда он пошел?
Вернулись за туланом, и вон бездельник, оказывается, чем-то занят. Дупло нашел. Смотри. Куница, наверное. Грызет. Или норка, или куница. Ну-ка, иди, ладно. Ай. Что-то вроде и дупла-то нету. Ну-ка, уйди. Уйди туда, уйди. Туда, вон посмотри. А нет, там дупло еще какое. Может выкурить, как кино показывают, попробовать. Зуб сломаешь, блин. Давай я попробую выкурить его. Самое главное, не лает. Иди, вон. Сейчас попробуем. Если спичкина есть. Может, спичек еще и нету. Дупло хорошее там. Кто оттуда выскочит, глянем. Когда подходили, я какой-то вот особый крик слышал, но не могу сказать. Не-то горностай, не-то норка. У куницы я не слышал, как он кричит. Факт, какой-то зверек тут есть, но... Вот я и да, учуяла она. Слышит. Видите?
Она услышала, между прочим. Дупло высотой где-то метра 2, наверное, вот этот. Там гнилое место. Сейчас потухнет. Тулан. Не, она слышит. Где-то кто-то есть в этом дереве. Все потухло. Не дождался я, чтобы кто-то вылез оттуда. Ну я и да заинтересовалась конкретно. Не думайте, что пожар случится или еще. Все потухло. Да. Труха. Труха, короче. Она какая-то... Этот... Гнездо там. У какого-то зверька. Но непонятно, кто там может быть. Короче, Туран тут перепахал все. Все. Ну, толку нету. Я уже по дереву стучал и чего только не делал. Может, на елке кто думал. Бесполезно. Короче, пришли, Тулан, домой. Давай, пойдем. Спрятался наш зверек. Не знаю, где он. Кругом следы выдры, вон, свежие. Буквально мы спустились на лодке, а они уже по-новому ходили. Дофига этих выдр. Не долбят рыбу. Пни. По пням ездим. Ну что, ребят, время 3 часа 15 минут. Считай, после 6 мы вышли с избы, и вот только я вернулся, надел чаек. Прям не могу, хочется пить. Устал. Действительно устал. Я не знаю почему там уже, когда по просека шел, уже усталость я стал чувствовать. Да и пришлось еще Тулана искать, возвратиться. А он, оказывается, шалун этот, блин, я не знаю, вот когда подходили к этому месту, я слышал какой-то вот, даже, знаете, вот как на сойку похоже, на такой крик. Чем-то похожее. Я даже думаю, это сойка, там, иду, а он ковыряется в земле. Собака. Брал сегодня маленький термос. И, если честно, маловато воды.
такие дальние расстояния лучше брать литровые. И еще где-то в обед времени, наверное, часов 12 вообще-то потеплело на улице и жарко становилось. 10 градусов сейчас тепла. Завтра покров день. На улице лето, блин. Вообще. Сейчас уже должен снег лежать. А на улице тепло. Короче, сейчас я буду кипятить чай. Печку попозже затоплю. И будем готовиться к ночлегу. Что еще остается?